Прежде всего, управление называется политических и экономических исследований. Оно состоит из 4 отделов. В общем, управление занимается стратегированием. Но если мы глубже посмотрим на этот процесс, нам очень важно правильно написать программы, чтобы они могли быть реализованными. Второе, чтобы у Кыргызстана было будущее в новых экономических реалиях. Это прежде всего зеленая экономика, цифровая экономика и креативная экономика. Сегодня понимание экономической победы или успеха, оно сильно меняется. Это не всегда богатство страны. К этому как минимум надо еще добавить свободу человека. К этому надо добавить, насколько человеческий потенциал граждан этой страны раскрыт. И кроме этого потенциала, насколько правильно используются ресурсы, которые даны во владение этого народа. Да? Мы сегодня видим, что такие уникальные экономические модели, которые раньше считались нетрадиционными, они прекрасно сработали. Тайвань вот почему-то все внимание уделил чипам. На сегодняшний день 75% производства мирового чипа принадлежало им. А Дубай, они обладали единственным ресурсом, но за счет лучшего, наверное, в мире инвестиционного климата они привлекли настолько много знаний и инвестиций, что сейчас это считается одной из лучших моделей развития. И очень важно понимать, что у каждой страны путь именно экономического развития, он уникален. Он, скорее всего, не прописан в учебниках. И нахождение этого пути и есть миссия нашего управления. Вы знаете, как-то я нарвался на одну статью, когда учился в Японии. Мне очень понравилось название. Наличие природных ресурсов – это, говорит, благость Всевышнего или его как бы наказание? Вы знаете, что в Японии нет ни одного полезного ресурса, который они используют в машиностроении и так далее. Руду они заводят с Латинской Америки и так далее. Но из-за того, что этого не было, им пришлось делать ставку на человеческий ресурс. Устачилых, да, манилю. Вот в маленьких странах, насколько у вас способно или эрудировано население, настолько у вас и есть шанс вырываться вперед. Да? Ну, посмотрите, Израиль, он, по-моему, в десятку входит стран, которые продают патенты. То есть они их даже не применяют, они их изобретают и продают. И они в Китай продают на 4,3 миллиарда долларов своего экспорта. А мы продаем на 43 всего миллиона, находясь рядом с ним. То есть, значит, было сделано правильно их лидерами когда-то сделать ставку всего на 2 вещи. Это здравоохранение и образование. И если у вас даже нет ресурсов, если вы вот в 2 этих направлениях делаете свои инвестиции, поверьте, через 50 лет вы будете гордиться страной. Прежде всего, нам нужно выразить благодарность руководству страны, это президенту Садыру Нуркодиевичу и премьер-министру, потому что именно они сделали другую модель администрации президента. Раньше это было очень много управлений и отделов, около 27, и создавалась такая структура даже среди министерств, которая существовала ради семьи самой, да, то есть письма писались, деньги тратились на зарплаты, но для внешнего мира такая структура не приносила больших пользы или выгоды, даже иногда вредила, да? Сами себе мешали делать что-то полезное. На сегодняшний день это всего 4 управления, и четко разграничены их полномочия и сферы влияния. И что считается главным или таким уникальным новшеством, это возникновение именно управления политических и экономических исследований. То есть, вы знаете, мы все знаем о сегодняшнем дне, допустим, и что у нас было там лет 10-20, но мы не знаем, что нас ждет впереди. Вы даже сами можете представить, до Нового года мы не знали о том, что будет 4-я волна или 5-я волна коронавируса, микрона, потом будут события в Казахстане,
которые перевернули вообще отношения между нашими соседями в другую сторону. И Кыргызстан показался как более зрелая страна в этом отношении. Мы стояли за каждого нашего гражданина, не испытывали агрессии, не закрывали границы. И вот благородство, которым обладает только народ, который сам это испытал несколько раз, да, оно проявилось. Мы поняли, что мы правильно делали, что строили. И третье, это, конечно же, вот эти события между Украиной и Россией, они переворачивают фундаментальные данные экономики. Это курс валюты, инфляция, цепочки поставок, да, вопрос, где будут браться технологии, как будут теперь торговые пути налаживаться. Насколько изменится геополитика именно в нашем регионе, сейчас предположить очень тяжело. И поэтому мы уже должны перестать думать о такими статистическими данными. Мы должны думать о процессах. То есть сейчас очень важны кризис-менеджеры, которые могут широко думать. Сейчас нам полезны те наши граждане, кыргызы, которые за границей учились и обладают совсем другим видением. Вот вы видите, да, как их голос все сильнее и сильнее звучит. И вот этим будет заниматься, и уже занимается управление, плюс несколько институтов, которые отданы вот в работу этого управления. Мы пытаемся увидеть, что же может произойти и как нам к этому подготовиться. Ну и самое главное, то, что вот у нас, у кыргызов, плохо получается разграничить это по времени. Понимаете? Вот почему Джашил Мурас тоже очень важен. Вы посадите дерево, но тенью вы будете пользоваться только через 10 лет. Но вы проекты должны такие видеть. К сожалению, за 30 лет мы приучили нашу систему работать только короткими, мелкими циклами. То есть, если вы просмотрите приоритет в кредитовании банковской системы, он давал на торговлю, на быстрый оборот, на какие-то купи-продай и так далее. Реальный сектор, который требует 15-летнего, 20-летнего цикла финансирования, практически он был очень маленький. Сегодня вот руководство страны берется за большие проекты, закладку которых мы должны сделать сегодня, чтобы через 15 лет только увидеть реализацию. Да, это Камбарата-1, это железная дорога, это вопросы ирригации, которые вам не покажут сразу вот, ну, прям эффекта, да? То есть вы увидите косвенный эффект от этого. Но мы переходим в эпоху больших циклов. Я бы сказал, вот с возвращением в собственность государства рудника Кумтор произошел цивилизационный сдвиг. Теперь мы с радостью можем смотреть вперед, потому что у нас появились свои ресурсы что-то делать. Строить аэропорты, ГЭСы, прокладывать дороги, понимаете? И вот мы уже начинаем финансировать социальную сферу, потому что это наше будущее, это наши дети. Начинаем заботиться о тех, кто не может сам о себе позаботиться, то есть уязвимые слои. То есть государство начинает становиться в полной мере социальным. Это очень важно. И второй момент, мы теперь хотим отвернуться от прошлого, забыть эти проблемы с Кумтором, забыть о низких рейтингах Кыргызстана и дать возможность новому поколению вырастить свое счастье. Ведь поймите, наши цифры или наши планы даже 5 лет назад, они же смешны. Мы только боролись за выживание, да, перечилики что-нибудь только, вот, все было написано. А где развитие? Неужели вы хотите, чтобы ваши дети жили бы намного хуже, чем, там, допустим, в Англии или в США? И самое главное, у нас отобрали эту возможность мечтать. Сейчас мы ее вернули.